Здравствуйте, это программа «Интервью». И у нас в гостях заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Лейсан Усманова. Лейсан Дамировна, здравствуйте. Здравствуйте. Лейсан Дамировна, расскажите, пожалуйста, сейчас как раз идет подготовка к школе, родители покупают принадлежности, и, соответственно, нужно уже задумываться о прививках. Вот расскажите об этом. Да, мы хотим напомнить как раз-таки родителям о том, что не только надо покупать школьную форму и рюкзаки, но надо вспомнить о том, что позаботиться о состоянии здоровья своих детей. Поэтому напоминаем, проверьте сертификаты профилактических прививок на своих детей, своевременно ли выполнены все необходимые иммунизации, и если вы обнаружите, что в соответствии с нацкалендарем какая-либо прививка не проставлена, обратитесь в поликлинику по месту жительства. Вот вы говорили национальный календарь прививок. Что это такое? Национальный календарь прививок – это документ, в котором отражена вакцинация в определенные возрастные группы. В принципе, можно разделить на несколько групп. Нацкалендарь профилактических прививок – это дети первых лет жизни. Они должны быть привиты как раз-таки против 12 инфекционных заболеваний. Дети 6-7 лет, когда проводится необходимая ревакцинация, это вот как раз-таки первоклассники наши. К 6-7 годам, напомню, родителям должны быть дети привиты против кори, дифтерии, кори, краснухи, эпидпаратита, дифтерии, столбняка и полиомиелита. Ревакцинация проводится. Поэтому необходимо помнить, что именно даже если была нарушена схема иммунизации до этого, то догоняющая иммунизация позволит именно в нужные сроки провести иммунизацию. Дальше у нас группа идет, это дети 14 лет, ревакцинация проводится против дифтерии, столбняка с последующей ревакцинацией каждые 10 лет. Также можем отметить группу лиц призывного возраста. Они прививаются также против менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, ветряной оспы и против гриппа. Ну и против гриппа мы с вами знаем, что у нас ежегодно прививаются. Это группы профессиональные контингенты, группы риска по хроническим заболеваниям, легочным и сердечно-сосудистым, с метаболическими нарушениями, и лица старше 60 лет, группа риска. Расскажите, где можно, так скажем, провести вакцинацию помимо поликлиник еще? Там, где организация имеет лицензию на данный вид деятельности, будь то частная, будь то государственная, могут проводиться прививки. А вот в целом, можно ли отказаться от проведения вакцинации? Да, по 157-му федеральному закону гражданин имеет право отказаться от проведения вакцинации, но следует помнить, что тогда есть ряд ограничений. Например, если в образовательной организации или оздоровительном учреждении возникает очаг инфекционного заболевания, то непривитой гражданин будет отстранен от посещения. Или, например, если у нас человек хочет вылететь за границу, но там требуется ряд прививок, естественно, его тоже не выпустят. И также следует помнить, что есть профессиональные группы риска по 825 постановлению, такие как медицинские работники, сотрудники образовательных организаций, которые должны быть обязаны привиты против инфекционных заболеваний, также в соответствии с нацкалендарем. А вот смотрите, если не привились в соответствии с национальным календарем прививок, пропустили даже, так скажем, ревакцинацию, как быть в этом случае? Необходимо обратиться в поликлинику, и где лечащий врач подберет именно схему индивидуальной иммунизации. При необходимости будет создана иммунологическая комиссия, где разберут случай ребенка именно в соответствии с его состоянием, с его возрастом, с его прививочным анамнезом, с хроническими заболеваниями, и тем самым выстроят индивидуальный график. А вот расскажите, как можно узнать, какие прививки нужно выполнить в соответствии с национальным календарем прививок? Национальный календарь, он в общем доступе находится. Любой гражданин может зайти и посмотреть. Извините, которые уже были выполнены, но которые не сделаны, вот как вот уточните? Вы имеете в виду то, что сертификат можно посмотреть, который он на руках у гражданина?
выдается после проведения прививки. Там вносится именно дата проведения, наименование вакцины, доза, серия, номер. Но если сертификат утерян, такое тоже имеет место быть, то нужно обратиться в поликлинику либо по месту настоящего жительства, либо по месту предыдущего места жительства, где ранее выполнялась вакцина. Взрослый человек может обратиться, когда вот в детской поликлинике раньше обслуживался, туда и запросить, в картотеке посмотрят, все записи сохраняются. Ага, вот с детьми все понятно, а вот для взрослых, вот какие вакцины должны быть у взрослого человека в сертификате и какой вот все-таки прививочный минимум? Но, как вот и ранее сказала, обязательно каждые 10 лет необходима взрослым ревакцинация против дифтерии и столбняка. Женщинам, не привитым против краснухи до 25 лет, необходимо вакцинироваться. Людям без сведений об иммунизации против кори, либо об утерянных, если у них есть данные, либо нет сведений, что переболели, записи, то тоже они будут подлежать иммунизации против кори. И против гепатита Б до 55 лет 3 вакцины на даче. А вот хотел уточнить, скажите, может ли гражданин выбрать сам прививку и какую лучше всего? Вот если, допустим, вот вы перечислили, а вот какую-то вот, допустим, он не захотел, вот именно другую захотел? Ну, чаще всего, конечно, гражданину назначает прививку это лечащий врач, в зависимости как раз-таки от состояния его здоровья. Но всегда мы говорим о том, что нужно провести иммунизацию вне зависимости от того вида, который имеется. Потому что лучше быть привитым, чем не иметь иммунитет. Вот некоторые люди говорят, что не буду прививаться. Вот как прививаться остальные? Ну, то есть они говорят, то есть, пусть прививаются остальные, а я тогда не заболею. Бывает ли такое на практике? Ну, мы сталкиваемся с таким, конечно, но в первую очередь мы всегда объясняем гражданам, что необходимо вакцинироваться для того, чтобы и был коллективный иммунитет. Это не, при любых инфекционных заболеваниях не менее 95%, да, у нас население должно иметь сведения о вакцинации. Если это мы говорим о гриппе, то охват вакцинации населения должен быть не менее 60% населения. И тем самым коллективным иммунитетом мы защитим тех, кто на самом деле на сегодняшний день не может привиться по состоянию своего здоровья. А сейчас какую бы прививку вы порекомендовали бы сделать жителям республики в августе? Ну, вот как раз-таки у нас в преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ поступила вакцина против гриппа. И в последнюю неделю мы видим уже незначительный, но рост респираторных инфекций. И в прошлом году у нас первые случаи гриппа уже начались в октябре-ноябре месяце, поэтому подготовиться уже нужно к эпидсезону, привиться уже можно в поликлиниках. В конце июля поступило 219 тысяч доз вакцины Ультрикс, 4-валентной вакцины. 13 августа поступила также вакцина Совигрипп, Флю-М и Ультрикс. Ультрикс, она рассчитана на беременных женщин и на детей с 6-месячного возраста. 3-валентные вакцины для других контингентов и для взрослых и детей в том числе. Это вы имеете в виду на весь город или на всю республику? На всю республику. На сегодняшний день общая поставка составила 550 540 доз вакцин. Это где-то 25% от заявленной. Мы уже получили. И на днях как раз-таки вакцины уже поступят в медицинские организации всей республики, и уже граждане могут пойти в поликлиники и прививаться. Как раз-таки выбор вакцины, это уже стоит в приоритете врача. Он, наверное, определит лучше, какая вакцина подойдет. Но 4-валентная все-таки вакцина. И напомню, что у нас каждый год обновляется вакцинный состав именно по штаммам гриппа в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения. И 4-валентные вакцины рекомендованы именно для беременных женщин, для детского населения и лиц старше 60 лет. Это вот Ультрикс Квадри. А вот хотел уточнить по поводу вакцинации. Если я в прошлом году вакцинировался, то мне в этом году тоже стоит вакцинироваться? Конечно. Вакцинация против сезонного гриппа проходит ежегодно. В среднем иммунитет сохраняется 8-12 месяцев. Вот помимо вакцинации, что бы вы порекомендовали жителям республики, чтобы защитить свое здоровье?
Но стоит не забывать, что в преддверии предсезона гриппа и ОРВИ о неспецифической профилактике также. Наступит сейчас сезон холодов. Обязательно следите за состоянием своего здоровья. Не забывайте проветривать помещение, не забывайте о правилах личной гигиены, респираторном этикете. И все-таки, если вы собираетесь в сезон подъема вирусных инфекций, массовые мероприятия, то лучше все-таки мы рекомендуем надевать маску и избегать, конечно, посещения таких мест, но в транспорте все-таки рекомендуем маску надевать. И заключительный вопрос у меня. Есть ли какие-то прогнозы у вас, специалистов Роспотребнадзора, когда может начаться, так скажем, сезон гриппа раньше или по уже, так скажем, позже времени или срок? Есть ли какие-то? Но в 2024 году мы наблюдали позднее начало по сравнению с предыдущими годами подъема заболеваемости именно гриппом. Ну а заболеваемость уже пиковая у нас началась уже в феврале-марте гриппа. А если говорить о острых респираторных инфекциях, всегда приходится на сентябрь месяц. Это когда у нас формируются коллективы, дети посещают массово уже, в школу бегут, и скученность коллективов приводит к тому, что ребенка организм ослабевает от повышенных умственных и физических нагрузок, и тем самым ребенок может подхватить инфекционное заболевание. И мы поэтому и рекомендуем как раз-таки привить, как раз-таки сейчас, когда уже вакцина поступила в медицинские организации. Благодарю, Лейсан Дамировна, за беседу. А я напомню, у нас в гостях была заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Лейсан Усманова. Это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.